выходят на «Эхо Москвы» в Уфе и отвечают на ваши вопросы. Слушайте программу «Персонально ваш» с понедельника по четверг в 15:10. Персонально ваш. Здравствуйте, в эфире программа «Персонально ваш». У микрофона Максим Курников, а в гостях у нас Ильгиз Султанмуратов, социолог, исполнительный директор Конгресса башкирского народа. Здравствуйте. Добрый день. Вы последний раз в этой студии были перед митингом, который планировался. После митинга еще не были и не говорили, насколько он вам понравился. Сейчас уже все эмоции улеглись, да, уже вся информация так осела в голове. Скажите, что получилось, что не получилось, на ваш взгляд? С точки зрения нашей организации и с точки зрения тех устремлений, тех целей, что мы ставили перед собой, я думаю, митинг получился. И не думаю, это мое впечатление, не только моих коллег, наших соратников из других общественных организаций. Даже можно сказать, что получился на 150%, не на 100%. То есть мы подавали заявку на 500 человек. Там было на пике, где-то, говорят, было больше на 100, на 150, на 200. Кто-то говорит, даже на 300 человек было больше на пике. Потому что я сам там был от начала до конца. И действительно были значительные скопления людей за пределами. Потому что все-таки на данный момент сама организация таких мероприятий, к сожалению, она во многом тех людей, которые не имеют опыта в этих митингах, то есть первый раз пришел, например, она их отталкивает. То есть это эти машины, грозный ряд машин пожарных, огороженная территория. То есть чисто психологически людям было тяжело иногда многим зайти именно на территорию. Многие стояли в теньке, где-то там по 30, по 40 человек были группы. Я с учетом их, действительно доходила численность до 800 человек. И имеете, наверное, возможность все ознакомиться с той повесткой, с теми, как говорится, моментами митинга, какие что для были. вас на митинге было главным? Принять резолюцию, собрать как можно больше людей, заявить какую-то позицию. Какая главная цель? Все, что вы перечислили, можно назвать главной целью. Но главная цель, естественно, это не чтобы на митинг пришли люди. Люди пришли неравнодушные. Не те люди, которые, как говорится, мы типа нас, которые все-таки более-менее обладают какой-то известностью, публичные люди, а люди простые граждане, чтобы они это возмущение, которое существует в народе, в населении, но на таком кухонном уровне, как мы принято говорить, сегодня, чтобы они нашли себе и смелость, и какую-то гражданскую силу прийти и высказать это. И я думаю, мы этой цели достигли, потому что на первый раз и в такое время, сами знаете, это разгар дачный, это первые погожие деньки как раз этого лета начались. И время такое, и само существование людей в так получилось, что практически параллельно с вами вы ведь обращались к Путину, если я правильно помню, да? Вы принимали резолюцию, обращенную к Владимиру Путину. И как раз в это время примерно Владимир Путин в Йошкар-Оле высказался по одной из главных тем, по которой вы собирались, и по теме изучения языков. Насколько вам близко то, что заявил Владимир Путин, насколько это соответствует вашим взглядам? Я уже какому-то информационному агентству давал комментарий. Там надо действительно смотреть, что сказал Владимир Владимирович. Он же ту идею, что действительно нельзя языку... Там, кстати, не говорится не о государстве, вообще говорится о том, что принудительно нельзя заставлять людей учить языку. С этой установкой можно согласиться действительно. Она сама по себе общечеловеческая, что нельзя людей принуждать. Но, с другой стороны, у нее это буквально одно предложение сказано, и после этого следует целый абзац, целая тирада о том, что необходимо, и о важности изучения национальных языков, о важности сохранения национальных языков. То есть, важность сохранения и... То есть, то, как понимает, мне кажется, то, что сейчас пошла реакция у нас, особенно в нашей республике, в такой плане, что сказано или дано установку на полное, как говорится, сокращение преподавания башкирского как государственного, это неправильно, это ошибочно, и я думаю, в ближайшее время это докажет ошибочность этого решения. Пока никакого решения нет, пока в основном какие-то разговоры идут, пока разговоры, но чувствуется определенно, потому что в информационном плане тут некоторые представители интеллигенции начали уже в эту, как говорится, высказываться в таком духе тоже, что принудительно не надо. То есть, понимаете, идет акцентуация на те вещи, на какие-то негативные, казалось бы, или звучащие негативно, вместо того, чтобы говорить о позитивных вещах и о тех вещах, о чем действительно сказал президент, а не о тех, как говорится, вырванных из контекста. Там надо смотреть общий контекст от начала и до конца эту речь. Там нигде не сказано о том, что... О том, что что? Что, например, статус государственных языков надо понижать,
Нет, он не говорил, конечно, ни в коем случае, что статус государственного языка надо понижать. Да. Но он сказал, что недопустима ситуация, когда какому-либо языку учат против воли. Да. И против воли это мы, значит, понимаем в обязательном порядке. Да. То есть вы согласны здесь с президентом, что не должно быть обязательного изучения, например, башкирского языка в Башкортостане? Нет, обязательно не со слов президента у нас делается, а со слов, вернее, по духу и по букве закона. Так. Есть же Конституция Российской Федерации, есть Конституция Республики Башкортостан, есть закон о языках. Например, чувашская организация национальная сказала довольно жестко, она не то чтобы осудила слова, но она выразила надежду, что президент, может быть, не до конца разобрался в вопросе, да, или неправильно трактует какие-то законы, и, может быть, даже Конституцию. На ваш взгляд, такое заявление – это точка в споре? Или у вас тоже есть надежда, что он в чем-то там не разобрался и не понял? Это одно из мнений. Я не думаю, что он не разобрался и понял. Надо понимать, что в речи такого ранга людей, да, такого государственного деятеля, тем более президента России, всегда заложен определенный, как говорится, посыл. То, что посыл заложен был в его словах, это и многие политологи уже анализируют, и мы. Это было в основном направлено в сторону нашей соседней республики. Татарстана. Да, как раз в условиях того, что вот идет процесс, так называемый, подпишут, не подпишут. Договор, да. Это был определенный посыл сделать, что необходимо прекращать эти все вещи и все-таки достигать какой-то унификации с другими регионами. И был выбран, как мне кажется, вот такой момент языка и прочее. Почему вдруг резко, перевирая его слова и, как говорится, даже утрируя его слова, вдруг берется у нас полный, как говорится, под козырек и начинает, пока, вы правильно сказали, пока со слов нашего главы и уже в других информационных сообщениях определенное отступление от норм законодательства, я вот этого не понимаю. Я все-таки вот что хочу понять. Вы говорите о том, что во многом эта фраза была брошена потому, что сейчас много разговоров вокруг отношений Москвы и Казани. Да? И вот получается, что эта фраза во многом была там вот сказана. Вы, ваша организация, вы лично себя здесь видите скорее союзником Казани и Татарстана? Да? То есть вы готовы их здесь скорее поддержать в этой ситуации, сказать, что нужно оставить те объемы изучения родного языка, которые у них есть, или вы как раз здесь станете на ту сторону, что Владимир Путин, скорее всего, прав, показывая Татарстану свое место, скажем так, в этом вопросе? Я не думаю, что Путин именно этим показывает свое я место. Так сформулировал, да, но вы понимаете, о чем речь. Да, я понимаю, тут никаких, мне кажется, разногласий не должно быть. Все национальные республики, у всех, где есть статус государственных языков, они всегда занимали общую позицию, и эту позицию, нельзя трактовать, что это все время какое-то идет противостояние между вот этими национальными республиками и позицией Кремля, позицией Москвы. Надо всегда все рассматривать с точки зрения того, что прописано в законе. Другое дело, что, конечно, реализация на местах и прочее. Как раз слова Владимира Владимировича указывают на то, что невозможно вот это принудительное изучение башкирского языка, то есть до какого-то языка, любого языка, родного, имеется в виду, что вот как раз в основном, особенно в нашей республике, мы если посмотрим, как работает Министерство образования, тот орган исполнительной власти, который как раз ответственен за формирование и успешную работу вот этого механизма, в том числе регулирование языковой политики, есть такой термин языковая политика. Языковую политику в регионе в этом. Вот они допускают вот эти где-то перекосы, недоработки и прочее. И как раз и возникают вот эти напряженные ситуации конфликтогенные. Я с вами просто поспешу не согласиться, Ильич, потому что мы как раз сделали запросы во все министерства образования, либо иногда это Министерство национальной политики, и получили ответы от них, и увидели, что совершенно разная ситуация в разных республиках по поводу изучения языков и разная позиция руководства этих республик. Кстати говоря, на нашем сайте эхомскауфа.ру есть большой материал, где выписаны абсолютно по всем республикам можно познакомиться. Просто ведь еще дело в том, что республики разные по национальному составу. Есть две республики, которые практически мононациональные, да, это Чечня и Ингушетия, а есть другие, в которых ситуация там сложнее. Подытожить, чтобы эту тему. Вопрос, на ваш взгляд, мы сейчас говорим о том, как должно быть по закону, как пытаемся трактовать, переводить Путина с русского на русский язык, да, для того, чтобы лучше понять. А все-таки, какую картину считаете вы идеальной?
в смысле изучения языков? Идеально, в республиках. Есть какая-то единая модель, которую вы порекомендовали всем республикам? Или, например, какую-то модель, которую вы считаете идеальной именно для Башкортостана? Наиболее удачно, мне как раз кажется, была сформирована у нас в республике, потому что, вы правильно говорите, и национальный состав, и общественная ситуация во время принятия этих всех вещей, законов, принятия практических мер по внедрению башкирского государственного языка в обучение, например, позволила сформировать, на мой взгляд, наиболее такую гармоничную модель взаимодействия башкирского государственного, русского государственного, которая, мне кажется, даже в какой-то степени может быть и признана там, как образцовой там, или для передачи опыта другим национальным республикам. То есть это 2-3 часа обязательных в неделю башкирского языка для всех учащихся. Никаких там вот это, что перевод только на факультатив, то, что, о чем идет речь сегодня. Потому что тем самым мы нарушаем закон, как говорится, и все. Вы согласны с теми родителями, которые говорят о том, что если бы было бы нормальное преподавание, может быть, это было бы, да, то есть если бы они выходили. Получается, что вопрос дети другой, тратят каждый год, каждую неделю, несколько Да. часов на то, что в итоге не имеет никакой эффективности. Вот, Максим, как раз на это вот надо было направлять наши общественные. И, кстати, во многом, мне кажется, Владимир Владимирович об этом и говорил, что в основном-то неправильно из-за действий властей где-то там не была сформирована правильная система преподавания государственных языков, и в том числе взаимодействие с обществом, в том числе по этим вопросам. Так, может быть, сначала выработать методику, а потом уже вводить обязательно С этим часы? согласен, да. С этим согласен, что надо действительно и методику вырабатывать было, и что и времени было предостаточно, как говорится. Но если у нас учебники даже не могут в федеральный реестр включить, из-за чего потом прокурорский проверка что-то выявляет, о чем уж говорить? Я еще раз напомню, что мы в прямом эфире, и поэтому вы можете присылать свои вопросы по СМС +7 927 304 10 51. У нас в гостях Ильгиз Султанмуратов, социолог и исполнительный директор Конгресса башкирского народа. Ну вот вы провели мероприятие, вы им удовлетворены, вы считаете его массовым, ну, оно действительно, да, не маленькое получилось. Насколько это будет традиционной теперь формой проявления своей активности для Конгресса башкирского народа? Вы планируете какие-то новые митинги или нет? Ну, традиционной, можно будет сказать, когда проведем еще второй, третий. Но вы планируете? Планируем, да, планируем мы на осень, когда как раз все люди выйдут из отпусков, и будет более такая повестка, более, как говорится, насыщенная, и мы планируем уже на порядок более массовый, на порядок более мощный. Конгресс башкирского народа сейчас это не зарегистрированная организация? Мы проходим регистрацию, буквально на днях вот должны получить документы, потому что вот это где-то месяц-два занимает минимум, нам сказали, ну, вот этот срок мы укладываемся. Как вы себе представляете вот ситуацию Конгресса башкирского народа в связи с выборами в Курултай? Будете ли вы поддерживать кого-то? Будете ли вы выбирать из разных партий? Поддержите ли вы какую-то партию? У вас есть понимание, что такое в политической сфере Конгресс башкирского народа? Понимание есть, и я думаю, одно из ближайших наших заседаний будет, вернее, одним из пунктов повестки ближайшего заседания будет как раз это вопрос об участии в выборах в законодательные органы. Пока я ничего сказать не могу, потому что все-таки это у нас коллегиальное мнение будет, коллективное, но интерес к этим процессам есть. Вот пока единственное, что могу сказать. Да, вы несколько раз апеллировали к словам Путина, и я послушал тот эфир, где вы были перед митингом, вы, в общем, обращались к Владимиру Путину как раз этим митингом, да, вы ему подписали петицию, при этом вместе с вами на это мероприятие выходила «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, которая, в общем, себя позиционирует как силу, которая хочет, ну, давайте так скажем, демонтировать тот режим, абсолютно там легальными, конституционными способами, но демонтировать тот режим Владимира Путина, который есть. Не кажется ли вам, что здесь есть какое-то противоречие, и как вам с ними работается, что называется? Противоречия, мне кажется, нет. Мы постарались его избежать и на этапе подготовки к митингу, потому что выходили организаторы из этих движений на нас и прочим. И единственное, мы сказали, что мы запретить не можем, это так и есть, приходить с людьми. Но мы единственное согласовали, что будут как говорится, вот эти демонстрационные материалы, да, называют плакаты, только на повестку нашего митинга, то есть по региональной повестке и в отставку, как говорится, Хамитова. Какой-то там другая повестка, федеральная, там, общероссийская, прочее, не подразумевается, но и тем более в том же эфире я выразил наше коллективное мнение Конгресса народа, что мы об этом говорили, что мы не поддерживаем эти
организаций, естественно, мы постарались... Но позволяете им участвовать в ваших мероприятиях? А мы не можем им запретить, например, участвовать. Единственное, мы им запрещаем, например, какую-то проводить свою деятельность, пропаганду и прочее, не согласованную с нами. Это в наших полномочиях. Насколько вы вообще чувствуете в своих силах, и ставите ли вы такую задачу аккумулировать вокруг себя всех недовольных, не только тем, что заявляет непосредственно Конгресс в своем меморандуме, например. Я не знаю, обманутые дольщики и так далее, и так далее. Насколько вы ставите себе такую задачу? Эта задача у нас изначально ставится, в том числе и на одном из первых наших, как говорится, одних из учредительных, может быть, собраний, таких в реале, как говорится, это когда было еще в конце апреля в Шератоне мы встречались, и как раз тогда говорилось, и все основные докладчики говорили, что фактически, хотя мы и выступаем от имени башкирского народа, но повестка сейчас насущные проблемы, вернее, в Республике Башкортостан, они абсолютно объединяющие, консолидирующие все население Башкортостана. И мы открыты. И последующее наше взаимодействие с другими общественными организациями, общественными силами показало, что действительно есть множество проблем, и все социально-экономические проблемы, в том числе даже которые мы поднимаем по отношению, например, к башкирскому населению, они на самом деле общие для всех. Выборы в Курултай, которые пройдут в следующем году, на ваш взгляд, насколько это будут выборы, скажем так, хотя бы по подсчету честными, да? Насколько будут возможности у кандидатов, которые захотят участвовать в выборах, выдвигаться? Ждете ли вы вообще чего-то от этих выборов? Жду, потому что, я читаю тоже мнение других политологов, других аналитиков, и они тоже, в общем-то, высказывают такие осторожные прогнозы, что в связи со множеством ситуаций и со скандалами, и с личностью самого Валеева, и вообще с общей политической конъюнктурой в стране и в регионе. Валеев имеется в виду председатель избирательной комиссии республики, да? Да, что будет определенная, может, либерализация, демократизация этих будущих выборов. Но я еще говорю, что есть интересы и с нашей стороны, с других есть общественных организаций, общественных сил, насколько я знаю, определенный интерес. И мне кажется, будущие выборы законодательные органы будут еще одной попыткой, потому что до этого попытки предпринимались действительно проводить демократические выборы еще года 2-3 назад, я помню, со стороны некоторых лиц и прочее, но, видно, тогда не было определенная общественная среда, не была готова, и недостаточно был аккумулирован у тех потенциал такой и протестный, и вообще другие ресурсы. А на данный момент мы сейчас видим, что действительно, в том числе и наша организация, и этот Координационный совет общественной организации, который как раз проводил митинг и будет проводить будущие мероприятия, есть возможность от имени этой платформы выступить там. Я говорю, только пока есть возможность, я не знаю, что мы будем участвовать. Определенную задать такой нормальный, здоровый, такой конкурентную среду, атмосферу. Но вы говорите, что есть запрос, вы чувствуете запрос на это. Запрос есть. Но запрос, понятно, есть у оппозиции, у тех, кто недоволен. Но у власти-то разве есть такой запрос? Нет, я вообще, когда говорю, что оппозиция и вообще наша организация тоже, вы же обратите внимание, там у нас члены, это не профессиональные политики, не оппозиционеры профессиональные, эти люди, каждый в своей области работал до какого-то момента, но когда уже, как говорится, наступило и на личностном уровне, и на общественном уровне это уже возмущение, можно сказать, невозможность терпеть дальше эту ситуацию у нас в республике, произошло сложение в виде организации. И поэтому, когда я говорю, что есть интерес, это не со стороны именно оппозиционеров или каких-то недовольных лиц отдельных, даже каких-то группировок, можно сказать, да, а именно с точки зрения населения. И мне кажется, эти выборы, есть возможность действительно подключить население к участию в этих выборах. К действительному участию в этой выборе. Не в том виде, какой мы проходим до этого, административным ресурсом, как говорится, там это все дело спускается. Люди, на самом деле, социологический опрос об этом показывает, достаточно индифферентно к этому относятся. А с учетом того, что за последние 10 лет и сама доверие к выборам упало достаточно, это социологический опрос тоже фиксирует, то это в основном занимаются люди, которые ТИКи, УИКи, так называемые, участковые, эти территориальные избирательные комиссии. Люди из года в год уже, как говорится, это у них они научились это дело работать, и люди к этому не обращают внимания. Так вот, я думаю, что уже у людей определенно есть понимание того, что надо все-таки действительно участвовать в этих выборах, надо все-таки участвовать в формировании и в работе тех демократических институтов, которые есть в стране.
Вот вы ведь социолог, и мне кажется, вы не можете не замечать ту политическую апатию, которая есть у населения. Есть. А куда она денется? Это такое чувство, которое преодолеть не так просто. Она начинает деваться, по крайней мере, у нас, я вижу, в Башкортостане. Почему? И это не случайно. Может быть, в сравнении с другими регионами. Но у нас, во-первых, и народ, и население всегда такое было достаточно активное, и всегда было, как говорится, повестку дня остро чувствовало. Одно из первых начинали мы, как говорится, это вообще процесс. Вот посмотрите даже историю. И с другой стороны, у нас вот это семилетнее руководство вот Хамитова до такой степени уже как раз достало все слои населения, что и как раз организация вот нашего конгресса и то, что к нам и с нами готовы сотрудничать другие общественные силы, это показатель того, что... 17-летнее правление Путина не достало? Нет. Я напомню, что это Ильгиз Султанмуратов. Мы сейчас прервемся на московские новости. Сразу после московских новостей продолжим говорить с социологом, исполнительным директором Конгресса башкирского народа. Никакого секрета. Мы говорим все, что знаешь. Радио «Эхо Москвы». В этом смысле. Я бы в этом смысле не дергался. Дергайся, не дергайся, в этом смысле, не в этом. Разберемся как-нибудь. В чем не разберемся, то я объясню. Я Сергей Пархоменко. А суть событий по пятницам вечером с 9. В Москве 13 часов 30 минут. Новости. Люблинский суд Москвы отклонил иск о защите чести и достоинства предпринимателя Сергея Михайлова к политику Алексею Навальному. Бизнесмен был недоволен тем, что в одном из фильмов ФБК его называют криминальным авторитетом. Напомню, в конце мая Люблинский суд удовлетворил иск миллиардера Алишера Усманова к Навальному и ФБК, обязав их удалить и опровергнуть заявление о причастности бизнесмена к коррупции. Отмечу, что Алексей Навальный сегодня будет в эфире «Эхо Москвы» после 20 часов. Более 100 тысяч человек в Уссурийске остаются без электричества из-за паводка. В целом в Приморье введен режим чрезвычайной ситуации. Размыты многие дороги, железнодорожные пути, с перебоями работает телефонная связь. О пострадавших не сообщается. За ночь на юге Приморья выпала более полуторамесячной нормы осадков. Улучшения погоды пока не ожидается. Россия уже в ближайшие годы сможет на 90% обеспечить себя овощами. По словам министра сельского хозяйства Александра Ткачева, отрасль развивается активными темпами. При этом отечественные овощеводы думают и уже об экспорте своей продукции. Отмена льгот для иностранных производителей самолетов может начаться в России уже через 2 года. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин. В год мы сейчас, находясь на игле иностранного авиапрома, платим за рубеж 470 миллиардов рублей. Почти 500 миллиона. Это оскорбление просто для нации. Именно поэтому были приняты решения, и президент из своего личного резерва выделил по нашему обращению средства на создание новых самолетов. Сегодня мы уже выпускаем 30 самолетов в год. Это в 25 раз меньше, чем каждый производитель Airbus и Boeing. Но уже к 2025 году, с учетом наших планов, мы будем выпускать уже 110 самолетов. По мере появления наших новых самолетов мы будем отменять те льготы, которые сейчас предоставлены иностранным авиационным производителям. Уже, считайте, с 2019 года. Рогозин напомнил о существовании плана постепенной замены каждого иностранного самолета на российский аналог. Пассажирская капсула на испытаниях в Неваде смогла разогнаться до 310 км в час. Как передает BBC, это в 2 раза больше, чем при предыдущем тестировании. Капсула проехала 500 метров в специальном туннеле. Эксперты уже называют это транспортом будущего. Поезд становится быстрее взлетающего самолета. В Москве сейчас плюс 23 градуса. В течение дня обещают местами дождь и грозу. Марина Старостина, служба информации, «Эхо Москвы». Реклама. Все, чем живет и дышит башкирская благосфера. Каждый четверг в 14:35 на радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. Павел Степанов и Анна Яни расскажут вам главные новости социальных сетей. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама,
будет и эхо, на то мы и партнеры. В Уфе тоже есть люди, у которых есть особое мнение о том, что происходит. Более того, в Уфе есть люди, которые не боятся высказать его вслух. По будням, кроме пятницы, эти люди приходят на «Эхо Москвы» в Уфе и отвечают на ваши вопросы. Слушайте программу «Персонально ваш» с понедельника по четверг в 15:10. Персонально ваш. Продолжаем нашу программу. Я напомню, в гостях у нас социолог Ильгиз Султанмуратов, он же исполнительный директор Конгресса башкирского народа. Мы упомянули про 7 лет Хамитова, 17 лет Путина, которые были. У вас не наступила какой-то усталости электоральной? Ну, сколько можно? 17 лет? Больше, чем Брежнев уже. Согласен. Но не в этом дело. Дело в том, что надо смотреть ситуацию в стране, ситуацию в мире, и то, что происходит у нас в стране, в какой ситуации сейчас, какие вызовы, если брать в таком историческом контексте, какие вызовы брошены перед нашей страной, нашей цивилизацией даже, можно сказать. И в этот момент, когда такие вызовы брошены, вы выходите с митингами и подрываете стабильность? Нет, мы как раз за усиление этой стабильности, а подрывается стабильность вот здесь конкретно в одном из опорных регионов России. Подрывает непосредственно руководство. То есть у вас к руководству региона претензии, что они слишком либеральны? Ну, нельзя сказать, что им слишком либерально. А как? Ну, давайте попробуем сформулировать. Претензии не с точки зрения не на эмоциональном уровне, да, а на каком-то политологическом, если хотите. Ну, если политический менеджмент, оно неэффективно, абсолютно. За 7 лет это уже, как говорится, только слепой, как говорится, не видит. Смотря как считать эффективность, вы же знаете, это же такая штука. С точки зрения того, что у нас бюджет не дефицитный, а профицитный. Для Москвы это самое, что ни на есть, лучший показатель эффективности. Все года, вот эти 20 лет, 25 лет постперестроечных, республика была регион-донором. То есть она не только себя кормила, еще выполняла, как говорится, определенные обязательства перед всей страной. Она была опорным регионом. Сейчас главный итог вот этой 7-летнего руководства, то, что мы стали дотационным регионом. Ильгиз, но вы же знаете, что это вот один из показателей. Это показатель того, как построена сегодня в России система налогообложения и сбора налогов. Потому что если мы возьмем то, что в принципе, какие налоги собираются на территории республики, то это в разы больше, чем бюджет республики. Не только в налогообложении. Все-таки регион должен не только смотреть, как говорится, и получать на очередной транш из Москвы. Руководство региона должно... Эти транши сначала уходят отсюда, из Уфы, а потом из Москвы даются. И это правила такие для всех регионов сейчас? Нет, не в этом дело. Я говорю, должно быть реальное производство здесь, в регионе, с которого как раз, если будет реальное производство, будут заводы работать, будут привлекаться инвестиции, да. У нас же инвестиционный проект. Сколько вы говорили? Построили Кроношпан, а все все равно недовольны. Ну, вы же знаете, в каких условиях построили. Ну, вот а как? Ну, строишь плохо, не строишь плохо. И как он получился? Вот именно, что дело в том, чтобы как. Потому что в основном у нас вся экономика, за последние 7 лет, и все вот эти новые проекты, и все то, что нам обещано было, что будут у нас работать, ничего не состоялось, кроме этого Кроношпана. И то этот Кроношпан был опять-таки построен не так, как обещано. Было обещано, что не будет нарушаться экологическое законодательство, что будет народ, как говорится, работать и все хорошо, что не будет вреда, но мы же это видим, что нет. Не знаю, только я не видел никаких официальных цифр по поводу того, как это, но действительно много недовольных, и это тоже показатель. Это вы правы. Показатель. Я, знаете, что хочу понять? В сельском хозяйстве у нас что происходит? Это страшно. Да, чуть поближе к микрофону только. Да. Вы знаете, ведь в чем дело? Вот вы критикуете региональную власть и при этом хвалите федеральную, а насколько, на ваш взгляд, в принципе, региональные власти самостоятельны в сегодняшней России? Разве эта жесткая вертикаль не настолько четко выстроена, за исключением, может быть, той же Чечни, хотя еще как посмотреть, может быть, там она как раз наоборот самая жесткая. Ну и, наверное, более удачный пример Татарстана, да, когда там как раз есть какое-то пространство для маневра. Вы сказали, хвалите федерацию, я не хвалил, просто как раз основное понимание современного положения, политической структуры современного российского общества, естественно, все прекрасно понимаем, что есть Москва, центр, да, все руководители регионов – это ставленники. Сейчас, конечно, вернули опять выборность и прочее, но все равно понимаем, что все-таки есть одобренные кандидатуры, и они в основном все-таки народ выбирает. Но мы же как раз и в меморандуме, и на митинге было об этом речь, что
фактически высокий рейтинг вот, национального лидера Путина, в основном он поддерживает во многих регионах, в том числе нас, особенно яркий пример нашей республики, он поддерживает рейтинг нашего главы Башлыка. Вместо того, чтобы если бы была правильная система выстроена именно в нашей республике, вместо того, чтобы здесь положительные сдвиги в экономике, в социальной сфере, вместо того, чтобы укреплять федеральную власть. Вот в чем же фишка, понимаете? Ну, вот тут Владимир иронично задает вопрос. Он спрашивает, если Хамитов выловит щуку больше, чем Путин, то завоюет ли он авторитет у Конгресса башкирского народа? Но это ирония, но я спрошу, а что должен делать Хамитов, чтобы вы одобрили его действия? Уже ничего. Мы за 7 лет видели, что он ни на что не способен. То есть? Он должен просто уйти. То есть вы не готовы как-то договариваться, грубо говоря, вы не готовы идти на какие-то компромиссы? Время прошло уже. Время прошло, и есть понимание того, что даже если очень захотел человек, хотя и сомнения в этом есть, что он хочет действительно что-то сделать позитивное. Это же не конструктивная позиция. Ну, то есть вы же как, не знаю, хотя бы как политические цели, если ставите... Сколько надо времени еще? 7 лет прошло, драгоценных лет. В это время в тоже соседний регион Татарстан, например, да? Хотя до 2010 года у нас по социально-экономическим показателям в основном мы шли вровень, ноздря в ноздрю. Ну, вы знаете, что там были большие спецпроекты федеральные. Да, несмотря на то, что у нас более половины населения уже проживает почти на селе, да, огромное сельское хозяйство, неразвитые огромные районы есть, которые во многом вот таким бременем находятся, как говорится. Несмотря на это, даже мы ноздрю в ноздрю шли. По агропромышленному комплексу мы стояли на 3-4 местах, иногда на второй выходе с Краснодарским краем. И сейчас где они, где мы? Представляете, мы остались где? Мы сейчас выпали в такой осадок, да, в котором никогда Республика Башкортостан не была. И поэтому сейчас полная фрустрация и у населения, и в том числе даже у многих представителей тех руководителей, да, районных глав, например, там даже депутатов муниципальных советов, да, которые знают, как работали раньше и как жили раньше, например, какие-то лет 15-20 назад, да, при советской даже власти, как-нибудь. Несмотря на то, что и там было много перегибов. И в какое социально-экономическое сейчас положение катастрофически попали мы. Они даже, есть даже на этом уровне возмущения. Это же видно по муниципальным скандалам. Ну, вы привели в пример Татарстан, да, и уже до этого говорили о договоре, который там не подписывается сегодня. Давайте тогда посмотрим на эту ситуацию. Вы наверняка следите. Вы-то как считаете? Вы за то, чтобы был отдельный договор с Татарстаном, или нет? Как раз федеральная власть правильно делает, что ставит их, в общем, в один ряд с другими субъектами. Он носит уже такой декоративный характер, давно уже остался. И ради того, чтобы поддержать какое-то там реноме татарского народа и Республики Татарстан, что или лично Миниханова. Да, или лично Миниханова, что это скорее заинтересованы они, потому что в плане развития федеративных отношений в России, да, в который как раз входит и вот эта злободневная проблема языка национального и прочее, как говорится, другие конституционные права, она ничего не добавит, не убавит. Вам не кажется, что чем лучше получится у Татарстана, чем больше получится у Татарстана отстаивать свои федеративные права, тем больше возможностей у других регионов, пользуясь, да, тем, что у Татарстана получилось, отстаивать свои интересы? Это было бы так, если бы этого желали сами власти Татарстана и элита Татарстана. Потому что на самом деле главная, мне кажется, проблема развития федеративных отношений в России то, что вот был разрушен вот этот определенный такой консенсус, что ли, понимание между национальными республиками, чтобы планомерно и нормально, как говорится, заниматься развитием своих прав, которые делегированы им Конституцией по языку и прочее, и обмениваться опытом как раз. И в том числе всегда на повестку дня выносить те вопросы там, языка, там, да, сохранение там, или не сохранение должности президента, например, да, этих вопросов. А тут получается, что Татарстан перед другими республиками оказался в таком, в силу разных причин, и объективных, там, и субъективных, экономического положения, в таком виде, что вот вы все сдали, а мы сохранили, вот по-простому, как говорится, объясняю, а сейчас они остались одни, то как мы можем им помочь, если в свое время они, как говорится, тоже, вот когда у нас, например, отменяли, да, единогласно депутаты Госсобрания отменили звание должности президента, да, никакой не было реакции ни татарских национальных организаций и прочее. Хотя, действительно, вы правильно, исходя из той, как говорится,
Модели. Да, модели, что ли, из тех устремлений, что должны быть у нас общие. К сожалению, такого нету. Они должны сказать: Башкортостан, что вы делаете? Мы же вместе стояли... Обвинять Татарстан в том, что они не сохранили в Башкортостане должность президента, это too much. Я не обвиняю, я говорю о том, что, к сожалению, не было этого взаимодействия такого нормального, добрососедского, действительно, что у вас там что-то творится, давайте мы вместе поможем, давайте мы вместе сформулируем, наверное, когда ругаются или не находят общий язык соседей, это вина и той, и другой стороны. Да? Вполне возможно, да. Тем не менее, возвращаясь опять же к ситуации, правильно ли я понял, что вы считаете, здесь вы скорее на стороне Москвы и считаете, что не нужно подписывать никакого специального договора с Татарстаном? Да, согласен. Потому что он носит уже декоративную функцию. Просто он же, так или иначе, те же татарстанские элиты, они сегодня пострадали, в том числе за то, что, отстаивали свою позицию, потому что банковский кризис, или вы не считаете, кстати, вы считаете тот банковский кризис, который там произошел, это рукотворный, там, Москвой сделанный, или это объективная ситуация в экономике Татарстана? Этого я не могу сказать, к сожалению, я сам банковской сфере. Но это оказывает, влияние на конечно, ситуацию? Влияние оказывает на ситуацию. Влияние оказывает на ситуацию. И сейчас во многом элита Татарстана, она находится в таком интересной ситуации. Они сейчас, как говорится, пытались торговаться и прочее. Даже недавно прошедший на этой неделе Конгресс татарского народа, вы не анализировали, не смотрели? Там, читал, кстати, да, читали. Там в том числе было выступление Шаймиева по поводу языка. Они-то как раз, и все политологи, и вся элита Татарстана, они прекрасно поняли, что эти слова о языке президента, это был к ним, а не к нам или по отношению вообще к системе преподавания национальных государственных языков в Российской Федерации, как говорится. И они правильно поставили, Митемир Шаймиш постарался ответить как в своей такой очень политкорректной манере. То есть, действительно, договор сейчас я вполне в этом уверен не могу сказать, но, скорее всего, не подпишет, потому что он уже не носит какую-то реальную функцию, не несет, это раз. Во-вторых, он в какой-то степени, действительно, если будет подписан только с Татарстаном, а с другими регионами его никогда и не было. Ведь не надо забывать ситуацию с начала 90-х годов. Да, сейчас, хотя, помните, конференцию хотели же проводить и указать, что там Шаймиев, оказывается, там был чуть ли не собиратель земель русских, и один из консолидаторов. Там не так, конечно, было заявлено. Вы передергиваете, но я понимаю, иронично. Да, иронично, что на самом деле-то, кто знает и кто помнит историю, на самом деле было не так. И как раз этот факт, что сохранялся этот отдельный протокол, отдельное соглашение, это показывает, что определенно со стороны элиты Татарстана шел торг. Но, мне кажется, настал момент, действительно, уже давно настал, когда Россия должна быть объединена и едино консолидирована. То есть вам не нравится федеративное устройство, вам больше нравится унитарное? Нет, федеративное устройство это наиболее... большая консолидация предполагает меньше права у регионов, больше в Москве. На федеративных основах, и мне кажется, наоборот, что в ближайшие годы пойдет определенное делегирование, обратный возврат некоторых функций и некоторых прав. А чем это может быть обусловлено? Потому что сейчас идет только обратный процесс. Потому что экономически мы видим, что эта модель полной, как говорится, концентрации власти только в Кремле. Но элементарно они же не могут управлять полностью, зная всю специфику региона. Но тем не менее берутся за это. Не сказал бы, потому что все-таки... Но вы же видите, что при Путине последовательно все 17 лет у регионов отбираются права. Разве не так? Не сказал бы так. Идет определенный процесс монетаризации, да, если сказать по-другому. Но что прям отбираются права, я не согласен. Да даже налоговая база, простите меня, отбирается у регионов в пользу центра. Разве нет? Да, есть такой процесс. Вас это устраивает? Ну, если смотреть такому, как говорится, я же как социолог еще, всегда так было. У нас в стране всегда идет такой цикл реформ, контрреформ. Я почему предсказываю, что уже есть определенные предпосылки к этому, к моему утверждению о том, что настанет момент, когда будет обратный процесс. Настанет момент, когда станет все так плохо, что пойдет обратный процесс? Нет, потому что это поймут. И вот как процесс, помните, выбор сначала был введен назначение губернаторов, сейчас вернули выборность. Ну, это же один из первых выборность знаков. Такая, в том числе и символическая. В том числе и в экономической сфере. И я не согласен с мнением, что все решается в Кремле, в том числе и экономике. Примеры Татарстана, других регионов, Краснодарской области, например, показывают, что все-таки руководство грамотное, знающее и умеющее управлять регионами, может привлекать инвестиции и экономику управлять. В том числе, естественно, при помощи не только федеральных траншев и федерального руководства, но и при помощи, в первую очередь, своей инициативы. А насколько элиты Татарстана и Башкирии вот в этих вопросах за интересы регионов могут быть союзниками?
Или вы не видите сейчас таких возможностей, чтобы они как-то консолидированно имели позицию по таким вопросам? Понимаете, в чем дело? По межбюджетным отношениям, ну и так далее. Одним из главных, можно сказать, центральным таких идеологем, да, или идеологических оснований вот этой татарстанской элиты является такое явление, как татаризм. Когда, вот пока он находится там... Я вам честно скажу, я ни от кого так часто не слышу о так называемом татаризме, как от башкир. Да. И, ну, вы примерно представляете, да? Я читал материалы как раз этого съезда, да. Просто говоря, это, как говорится, определенная заявка на доминирование среди тюркских народов. То есть вы сейчас объясняете, почему, но не отвечаете непосредственно на вопрос. Вы видите возможности взаимодействия элиты Татарстана и Башкортостана для лоббирования общих интересов? Возможности, они всегда есть, возможности заложены... Что им мешает? Как раз, я говорю, одна из идеологических оснований элиты Татарстана является то, что вот это татаризм. То есть, если мы будем строить взаимоотношения на федеративных основах, на прописанных основах, да, то, что это одно дело. Это действительно требует изучения, требует дальнейшего развития и поддержки. Это действительно самая проверенная веками форма устройства страны. Но когда вот в этой федеративной системе вдруг какой-то один из регионов пытается, как говорится, брать на себя лидерство там, или пытаться уже влиять на процессы там, в другом регионе и прочее, это неправильно. На ваш взгляд, сегодня Татарстан пытается влиять на процессы в Башкортостане? Ну, есть определенные об этом симптомы этого. Ну, давайте теперь спустимся с регионального уровня на муниципальный. Тут прошло на днях в Кирове совещание, где участвовал Ирик Килалов, и он там выступил с инициативой, в общем, довольно банальной, что так как мы северная страна, нам нужно использовать технологии северных стран в украшении города, в проектировании городов. И Владимир Путин сказал, что это очень верное замечание. А многие обратили на это внимание и сказали, это не просто так, да, это все влияет. На ваш взгляд, это действительно важно? Это же неспроста, да. Да я тут не вижу каких-то глубоко идущих там выводов, не могу сказать. Ну, сказал отдельную вещь, на самом деле, я думаю, там я специально от и до прослушал это видео пару раз. Действительно, отдельное предложение, что при планировке учитывать наш северный климат. Резко континентальный фактически. Ну, в общем, в этом нет ничего такого. Да, ничего такого. И то, что Владимир Владимирович просто, как говорится, похвалил, оценил. Нормальное явление, нормальное рабочее заседание. Пока каких-то выводов там делать и прочее. То, что Ирик Ишмухамедович хорошо себя зарекомендовал на федеральном уровне, именно как городоначальник, там, в составе президиума, да, это тоже должно, мне кажется, радовать только наших граждан. После прошедшей зимы, когда Уфа, в общем, утопала в снегу, а насколько он, ну, что это, надлежащий спикер по такому вопросу, как состояние города зимой? А вот помните, когда было так называемое, в кавычках, противостояние, да, начало? Ирик Ишмухамедович выступил вроде бы в каком, то ли в Медиакорсете, то ли в каком-то или в Коммерсанте, или в солидном таком информационном... В Медиакорсете он дал интервью, да. Развернутое, аналитическое, с цифрами интервью. Да. Вот этим интервью, мне кажется, он все вопросы закрыл. И вот лично для меня, потому что как уфимца, тоже я который смотрел, для меня все стало понятно. И для многих, мне кажется, потому что, судя по реакции и в сети, и среди простых граждан, многие вопросы были сняты, действительно. Там как раз вопросы и налогообложения, вопросы и финансирования со стороны республики. Он оголил некоторые только аспекты. Вот вы сказали об этом интервью, потом еще была прямая линия и вот эти стримы в Фейсбуке, которые идут в том числе с совещаний. Вы согласны с тезисом, что Ирик Килалов начал вести себя уже не как чиновник, но как политик? Но все-таки, да, может быть, согласен. И мне кажется, уровень такого города-миллионника, как Уфы, столицы республики, тоже не последней республики, одной из главных республик Российской Федерации, можно сказать, и по численности, и по потенциалу, и по исторической роли, он изначально должен быть не просто каким-то сити-менеджером, как его любят называть, да, а политиком в какой-то степени. И всегда так и было. И поэтому это нормальная роль. Он занял ту роль, которую мы не давали на протяжении многих лет, не давали трибуну, как говорится. Это же мы знаем, сейчас это все открыто стали факты. Что мы знаем? Ну, то, что определенно со стороны там, наших республиканских, ну, даже я как простой телезритель БСТ, например, я не видел его, и все еще продолжаю не видеть, все время, пока он у нас, говорится, мэр Уфы, на ток-шоу, какие-то выступления, заявления. То есть абсолютно со стороны республиканских СМИ идет
как будто нет у нас мэра. Одновременно идут определенные постоянные, как говорится, стрелы летят в его адрес, да, на какие-то совещания. Вот это показывает. Это же неправильно. А на всей Уфе? Ну, у него есть свой канал. Ну, вся Уфа это муниципальный канал по уровню рейтинга и прочее. Просто это показатели же взаимодействия властей муниципальных и здесь республиканских, которые тоже показатели общей ситуации в республике. Так не должно быть. Если вы, да, тоже признаете уже Елалова политиком, сегодня Елалов это политик, который конкурирует с Хамитовым или нет? В общественном мнении во многом конкурирует. В общественном мнении. Насколько? В мнении людей, особенно горожан, уфимцев, потому что все-таки Елалова за пределами Уфы уже мало кто знает. Насколько это повлияет на выборы в Курултай, на ваш взгляд? Будет влиять, и мне кажется, одним из факторов будет, таких главных, решительных, потому что все-таки, смотрите, четверть населения здесь, основная по явке и по активности избирательные участки здесь, так что интересные выборы, мне кажется, будут. То есть, выбирая между Хамитовым и Елаловым, Конгресс башкирского народа поддержал бы Елалова? Нет, я это не могу сказать. Это будет, во-первых, чисто мое какое-то мнение, и это неправильно будет. И в конце концов, надо понимать, что Конгресс башкирского народа не ставит свою задачу, по крайней мере, на данный момент, выступать за какого-то там человека там, или еще что-то продвигать его. То есть ваша задача скорее выступить против конкретного человека? Наша задача обратить внимание на недопустимость дальнейшего ситуации вот у нас в республике. Я напомню, это был Ильгиз Султан Муратов, социолог, исполнительный директор Конгресса башкирского народа. Спасибо, что пришли, ответили на вопросы. До свидания. До свидания. В полном контакте с информацией. Эхо Москвы.